В Якутии провели бал молодых офицеров. Второй год в столице таким образом приветствуют молодых военнослужащих, которые после окончания учебы приехали на места службы. Мероприятие приурочили ко Дню героев Отечества в России. Саргалана Федорова с подробностями в следующем сюжете. Вчерашние курсанты надели парадные мундиры, а девушки – бальные платья, чтобы станцевать свой первый офицерский вальс. Начальник караула Александр Галочкин в этом году пополнил ряды сотрудников исправительного учреждения номер 1. В Якутию он приехал по контракту после окончания Кузбасского института ФСИН. Александр уже успел стать лучшим в своем деле. Участвовал в конкурсе начальников караула, стал лучшим начальником караула по республике Саха-Якутия. Сам родом с республики Хакасия. Работа отличная, все, чему учили, все пригодилось. Спасибо профессорско-преподавательскому составу института. Здесь приняли тепло, чем могли, помогли, с бытовыми условиями. Вместе с Александром по распределению в УФСИН прибыли еще 4 выпускника военных вузов. Сегодня пообщаться с молодыми специалистами смогли те, кто пока только учится на полицейских. Я всегда хотела быть полицейским, хотела помогать людям. Первый семестр у нас был только теоретический. Говорят, что со второго семестра у нас начнется практика, будет проходить в отделах полиции. Нас разделят, каждого по отделам полиции. Я хочу быть дознавателем. Бал собрал воинов разных поколений, войск и рангов. Среди них и те, чьи погоны пока еще не отягощены обилием звездочек. И те, кто не понаслышке знает, что такое война в мирное время. Молодых офицеров пришел поздравить участник Великой Отечественной войны Михаил Попов. Должен сказать молодым ребятам, офицерам, доброе слово. Сказать, кто я такой, что я участник Великой Отечественной войны, имею награды, имею ранения и так далее. И пожелать этим ребятам доброй службы, защиты Отечества. В годы войны высшим званием страны Герой Советского Союза были отмечены 25 воинов-якутян. Их подвиг остается примером для каждого военного. За самоотверженный труд лучшие офицеры сегодня получили свои заслуженные ведомственные знаки. Саргалана Федорова, Джолустан Иннокентьев, Якутск.